Здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствует команда Таджлая. Сегодня в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича должен пройти конкурс русского языка для иностранцев. В числе участников также заявлена команда Таджикистана. халқи тоҷик низ дар ин озмун иштирок менамояд ва онҳо кӯшиш мекунанд ки ба дигар давлатон бифаҳмонанд ки мо ҳам забони русиро хуб медонем ва бо ҳамин мо номи ватани худро боло мебардорем. Пас тамошо кунед. В нашем с вами любимом университете. Я думаю, уже этому можно поаплодировать. Давайте похлопаем. Я сегодня уже несколько раз обращался к вам с приветствием. С удовольствием еще раз это сделаю. Хотел начать с шутки. Я в жюри. Не знаю, как мои коллеги, но русского-то мы не знаем. Мы боимся, что вы, русские, знаете лучше нас. Я имею в виду участники. У нас сразу финал. Две команды в финале, и обе они достойны того, чтобы быть победителями. Не расстраивайтесь, одна команда будет первой, а вторая второй. Первой на эту сцену приглашается команда из Таджикистана. Аплодисменты ребятам. Ребята, вам нужен микрофон? Держите. Здравствуйте, уважаемые гости и также жюри, участники нашего мероприятия. Наша команда представляет Таджикистан. Мы бы хотели рассказать всю историю нашей Родины. В презентациях вы увидите всю красоту нашей Родины. Прошу, Диана. Как уже правильно заметили, мы немного расскажем о нашей родине, которая не так далека по территории, но далека в своей истории, в своей культуре. Территория Таджикистана составляет около 143 тысяч квадратных километров и находится в самом центре Азии. Таджикистан в древности граничит с 4 странами: с Узбекистаном, Киргизией, Китаем и Афганистаном. Население Таджикистана составляет около 8 миллионов человек. 80% из этого населения является русскоговорящим народом, а также есть много других национальностей. Таджикистан, как и Россия, многонациональная страна. В древности наша страна была в значительной части Российской империи, которая правил Дарий I. Также у нас есть много великих поэтов, которые знают по всему миру о Он считается основателем персидской классической литературы. Все его знают. Амар Хайям, великий философ, математик, а также астроном. И Абу Али Ибн Сина. Он, в честь него назван первый медицинский университет в Таджикистане. Он более известен в мире как Авиценна. Он внес большой вклад в медицину, точные науки, такие как химия, физика и многие другие. Столицей Таджикистана является город Душанбе, один из самых красивых городов в мире. Примерно так он выглядит. Наша страна разделена на 4 региона, а столица входит в регион республиканского управления. Также наша страна богата на достопримечательности.
Природа Таджикистана требует отдельного внимания. 93% ее составляют горы. Горы, входящие в состав Таджикистана, названы крышей мира, горы Памир. Национальная культура. У нас есть много обычаев, традиций, связанных с приемом пищи. Они немного отличны от западных обычаев. Например, если в западной культуре вы сначала моете руки, садитесь за стол, то у нас все садятся за стол, а потом кто-нибудь с кувшинчиком и емкостью для стекающей воды проходит, и люди могут вымыть свои руки. Всем известный плов является также нашим национальным блюдом. Примерно таким образом выглядит наш национальный костюм. Он многогранный, многолик и очень красивый. Некоторые интересные факты, например, Великий Шелковый путь проходит по территории Таджикистана. Также самый высокий в мире флагшток находится в Таджикистане, его высота составляет 165 метров. И самая большая черта в мире находится в Таджикистане. Пока вторая команда готовится, у меня вопрос вот к этой части, не участникам. Вот сейчас прозвучала презентация страны. Кто запомнил столицу, если не знает? Но вопрос второй, вот к этому же относящийся. А что такое Душанбе по-русски? Не важно. Вы просто дадите оценку, правильно я ответил. Что такое Душанбе по-русски? Что? Не рассказывали, конечно, но тем не менее. Ответ очень простой, пожалуйста. Вы можете подсказать? Подсказку сделаю я. Это один из дней недели. Правильно я говорю? Первый день недели. Но это не совсем явно. Есть еще небольшая история, это же не та история названия. Нет, конечно. Может, у кого-нибудь есть какие-нибудь догадки, почему наш город называется Понедельник? Да. Тоже интересно. Правильно. Расскажи. Далеко давно был маленький рынок, который работал по понедельникам. То есть был же Душанбе по понедельникам, и вокруг этого рынка образовались небольшие деревни, а потом уже и город. Ну и, соответственно, этот город назвали Душанбе. Ну что ж, друзья, жюри у вас пока что подводит итоги. Очень трепетно относится к этому делу, и поэтому я передаю слово доблестному студенту из Таджикистана. Пожалуйста, приятель, держи микрофон. Здравствуйте. Я буду читать стихотворение Сергея Есенина «Гой ты, Русь моя родная». Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звон чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на прибор зеленых век. Не навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Но сначала я спрошу наших участников. Почему я это сделаю, я скажу после того, как получу ответ. Вы учили русский язык в средней школе? Нет. А вы? А вы? А вы? Конечно. Вы догадались?
почему я это спросил. Безусловно, у таджикской команды есть небольшое преимущество. Но это не означает, что мы не будем оценивать мастерство чтения, мастерство представления. И вот по домашнему заданию мы со счетом 3-0 решили поделить место пополам. Поэтому спасибо обеим командам, замечательно. Но и стихи, конечно, это действительно Русь. Спасибо. И у нас Лена Николаевна вручит, а может быть вручит, да? А может быть Воронин, а может быть Таджикистан, а может быть Вьетнам. Знаете такой маршрут? Вот. Хорошо. Итак, мы делим за первую часть, за первое задание пополам. Поровну раскладывается? Точно? Поаплодируем, ребята, команду. Так, друзья, первые призы у нас уже ушли в зал, а мы переходим ко второму этапу нашего с вами конкурса знания русского языка. И этот этап у нас будет связан с письмом. Итак, друзья, сейчас мне нужно будет по одному представителю от каждой команды, которые красиво и, внимание, грамотно пишут. Выбирайте нужного представителя, присаживайтесь к нам на первый ряд. Сейчас я вам объясню, что же нужно будет сделать. Так, команда Таджикистана, мы ждем вашего решения. Так, отлично. Присаживайтесь, Владимир. Замечательно. Итак, ребята, сейчас у нас дадут маркеры, и в верхнем углу, левом или правом, неважно, вам нужно будет написать название вашей команды. Да, напишите название вашей команды. Так, Таджикистан уже готов участвовать. Вьетнам догоняет уверенно. Так, ребята, сейчас вам нужно будет написать фразу, которая очень известна в нашем языке. Эта фраза звучит так. Дорога ложка обеда. Вы меня услышали? Повторяю еще раз. Дорога ложка к обеду. Вам нужно будет написать ее как на своем родном языке, так и на русском. В какой последовательности, не важно. И главное, это красиво, конечно же. Команда Вьетнама у нас очень-очень красиво рисует. Просто поражает своей красотой. Так, ребята, у вас осталось по 1 минуте, чтобы что-то улучшить в своих работах. Они и так очень красочные, но мало ли вы что-то решите, нужно еще добавить. Минутка пройдет быстро. Итак, ребята, тем временем я готов представить вам работу команды Таджикистана. Сейчас я, чтобы ничего не загораживать, мальчиков, вот смотрите. Надеюсь, кому-то что-то видно. Если что, верхняя строчка там написана на русском языке, чуть пониже, самая последняя, на таджикистанском. Я думаю, потом мы сможем пустить эту работу по рядам, чтобы каждый из вас посмотрел и нашел для себя что-то нужное. А я пока что передам работу жюри для оценки. И Вьетнам у нас уже вносит последние штрихи. И у них очень крупно все написано, и видно довольно. Итак, друзья, смотрите, пожалуйста, команда Вьетнама. Я думаю, они заслужили аплодисменты, эти два человека. И я опять же передаю работу нашему жюри. Обе команды написали совершенно правильно. И, надеюсь, перевод тоже правильный. Я говорю на персидском. Здесь на каком написано? На фарси, Дарин? Да, фарси. На фарси. Но уверен, что это правильно на вьетнамском. Но каллиграфически мы отдаем почтение маленькой команде Вьетнама за каллиграфию, потому что конкурс назывался каллиграфия. Спасибо, ребята. Лена Николаевна, приз в студию. Тогда еще раз поаплодируем команду Вьетнама. Они правда молодцы.
вам калькулятор нужен. И вы сумели посчитать в уме. У Сабины Владимировны вижу победителя. У Нины Николаевны победителя вижу. Своих победителей я тоже уже обозначил для себя и вижу. И абсолютный победитель сегодняшнего конкурса на знание русского языка. Татьяна Владимировна, а какая у вас догадка? Кто же абсолютный победитель? Только мне на утро. Татьяна Владимировна угадала решение жюри, потому что абсолютными победителями стали обе команды. Спасибо, ребята. Держите, вручаем обеим командам вот сувениры фестиваля. Спасибо, ребята. Спасибо и здесь. Вы знаете, что такое чай, вы знаете, что такое вы знаете самое длинное слово благодаря нашему прекрасно читавшему стихи. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Мы представляем команду Вьетнама. Как вас зовут? Меня зовут К. Очень приятно. Скажите, как прошел конкурс русского языка? Конкурс был очень честно, очень круто. И мы рады, как участвовали. А что именно вам понравилось в конкурсе? Но мы больше знали о Санкт-Петербурге, именно русский язык. И это больше мне нравится. Спасибо. А как вы считаете, честно ли было судейство? Чего? Да, честно. Спасибо большое. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Зара, я участница в конкурсе «Русский язык». А какую команду вы представляли? Я представляю команду Таджикистан. Понравился вам конкурс? Да, очень, все было хорошо. А что именно? То, как группа боролась на первое место, но в итоге было ничья, конечно же, но как бы не было, все было супер. Как вы считаете, честным ли было судейство? Ну, в принципе, да. Понравилось, да?